С добрым утром, дорогие друзья! Мы рады видеть вас в эфире программы «Утро Якутии». Напоминаем вам, что вы смотрите самую утреннюю, самую семейную, самую информативную программу на якутском телевидении «Утро Якутии». Работаем мы на двух телеканалах «Якутия-24», НВК «Саха». И сегодня, как всегда, у нас будет насыщенный эфир. Придут очень интересные гости. Поговорим о последних новостях. Ну и, конечно, у нас впереди наши постоянные рубрики. Поэтому в ближайший час оставайтесь с нами. Если вдруг что-то вы пропустили или, возможно, хотите пересмотреть, у нас на это есть наши социальные сети, куда мы выкладываем все наши эфиры, интересные беседы. Ну и, конечно, в течение дня там есть вся последняя информация о том, что происходит в республике и за ее пределами. Поэтому присоединяйтесь к нам в нашу телеграм-семью, а также в Макс. Ну и, как всегда, мы начинаем наш эфир с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 21 градус. В Заречной группе 20-27 выше 0. В южных до 22, в Вилюйской группе 23-31 градуса тепла. В Нижнеленских до 29, в западных плюс 19, плюс 24. В Колымендигирской группе улусов 11-20, в Янских 13-28, на северо-западе ожидается до 21 градуса тепла. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 19 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Штиль. Сегодня днем облачно, с прояснениями. Ветер восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 30 градусов. На улицах Якутска сейчас настоящая жара. И мы решили узнать у самых активных горожан, как они справляются с этим щедрым, но порой слишком горячим подарком лета. Какие планы летом у жителей Якутска и как они охлаждаются в знойную погоду, узнаем прямо сейчас. Что вы хотите успеть сделать этим летом? Этим летом я хочу успеть покупаться, а также встретиться с друзьями и на шашлыки, и также активные развлечения. Как вы спасаетесь от жары в такую знойную погоду? В такую жару я спасаюсь кондиционером и холодной водичкой с лимоном и со льдом. Съездить в Амгу. Шляпка, можно зонтик, кондиционер дома. Обязательно съездить покупаться для начала, потому что очень много работаю и не успеваю. Я сейчас приду на работу и включу кондиционер и буду под ним сидеть. И построить дом вентиляторами вот такими, охлаждающими напитками. Хотелось бы побольше отдохнуть на природе, подышать свежим воздухом, собрать ягоды и купаться. В городе обычно включаем кондиционер и кушаем мороженое. Поработать. Сейчас работа первостепенная. В тени, знаете, продают такие мини-вентиляторы. Вот, тоже очень хорошая штука. Замечательно, да? Многие все-таки говорят о том, что нужно достроить дома, работать. То есть, в принципе, живем свою лучшую жизнь, несмотря на такую жаркую погоду. Ну и, конечно, кондиционеры, вентиляторы, охладительные напитки спасают каждого из нас. Ну а сейчас давайте передадим слово нашим коллегам из новостного отдела и узнаем, что же произошло у нас в республике и за ее пределами за последние сутки. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Глава республики Айсен Николаев встретился с замминистра сельского хозяйства России Романом Некрасовым и ведущими академиками РАН в рамках международного форума, посвященного 75-летию племенной службы на севере. Итоги впечатляют. Якутия вышла на первое место в стране по поголовью лошадей и вернулась на второе по оленеводству. На встрече обсудили, как наука и практика могут вместе развивать табунное коневодство, северное оленеводство как стратегический белковый ресурс и племенное дело в целом, чтобы не просто сохранять традиции, а делать их экономически эффективными. Председатель правительства Якутии Кирилл Бычков провел выездное заседание в Намском улусе. На совещании обсуждались вопросы по капитальному строительству объектов, достройка школ на 450 мест. Здание на данный момент находится на высокой стадии готовности. Председатель правительства поручил Министерству строительства держать объект на особом контроле. Кроме того, обратили внимание на вопросы, которые волнуют население. Переработка молока, обеспеченность продуктами, топливом. Председатель правительства поручил проработать вопрос Министерству ЖКХ и энергетики. На сегодня
Остро стоит вопрос по топливу. Потребность дизельного топлива особо волнует работников сельского хозяйства. Как отметил Кирилл Бычков, несмотря на то, что республика находится в остром положении обеспеченности топливом, ритмичность поставки есть. Я думаю, что в ближайшее время ситуация нормализуется. Сейчас новые контракты на поставку топлива заключены, и мы ожидаем в ближайшее время там достаточно больших поставок, и, возможно, мы даже получится ограничения снять. Но еще раз прошу, чтобы население все-таки с пониманием относилось к этому и не создавало из этого проблему. На сегодняшний день такой проблемы в стране нет. Принято решение о отпуску тарированного дизельного топлива. Это значит, что емкости 30-40 литров, 100 и 200 до 200 литров норма отпуска, она будет в тарах отпускаться для того, чтобы селяне не сельхозтехнику на автозаправочные станции пригоняли, а могли забрать в таре дизельное топливо. Поэтому обеспеченность и сенокоса, и других сельскохозяйственных работ дизельным топливом будет в полной мере. В Якутии более 16 тысяч работающих родителей уже получили новую семейную выплату. В общей сложности на поддержку 40 тысяч детей направлено свыше 790 миллионов рублей. Чтобы получить такую выплату, достаточно подать заявление. Большинство данных специалисты проверят сами, но важно соответствовать критериям нуждаемости. Доход на члена семьи не должен превышать 1,5 прожиточных минимума, а в собственности быть не более одной квартиры, одного автомобиля и земельного участка в пределах разумного. Выплата приходит раз в год, так что подавать документы повторно не нужно. Следующая возможность появится через 12 месяцев. Свыше 10 тысяч рабочих мест создали резиденты территории опережающих развития в Якутии. На Дальнем Востоке действует 19 ТОР. В настоящее время реализуется 94 проекта, введено 51 предприятие. В экономику республики вложен 281 миллиард рублей. В рамках территории опережающего развития действуют условия, максимально благоприятствующие развитию производственных и промышленных бизнес-проектов. Резидентам предоставляются земельные участки и подключение к инфраструктуре, а также значительные льготы по основным налогам, действуют упрощенные административные процедуры, таможенные послабления и другие привилегии. В Батагайском наследии Устьялданского улуса строят пекарню. Она будет принадлежать зерновому хозяйству БТ Агро. Чтобы предприятие заработало полным циклом, приобрели и мукомольный аппарат. Оборудование за час может молоть 400 килограмм муки, из которой будут выпускать хлебобулочную продукцию. В конечном результате такое зерновое хозяйство будет работать над продовольственным запасом района. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Мы вновь приветствуем всех тех, кто, возможно, только включил телевизор. Вы смотрите «Утро Якутии». И сейчас настало время для нашей самой активной рубрики. Утренняя зарядка сможет зарядить не только все тело энергией на весь день, но также может подарить нам прекрасное настроение. Поэтому прямо сейчас встаем и повторяем простые упражнения вместе с нашим инструктором. Поехали! Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы сделаем летнюю зарядку. Она подходит для любого возраста. Ее можно сделать так же, как и я, вместе с детьми. Приготовились. Ноги на ширине плеч. Вдох. Выдох. И второй раз. Вдох. Выдох. Представляем перед собой, что мы держим палку, поднимаем ее наверх и заводим ее назад. Возвращаем в исходное положение. И раз, два, еще раз, 3, 4. Замечательно. Разводим руки в сторону, соединяем с вами локти и ладошки. И раз, и разводим обратно. 2. Повторяем. И раз, 2. Следим, чтобы локти соединились. Еще раз. И последний. Замечательно. Поднимаем руки наверх, вытягиваем потягушки, наклоняемся в сторону чуть-чуть, вперед чуть-чуть, в сторону и назад, без остановки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Замечательно. В другую сторону. 1,
вперед, в сторону и назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Замечательно. Опускаем руки вниз, немножко потрясем. Трясем, трясем, трясем. Молодцы. Руки на пояс. Теперь мы помашем ногами. Ноги назад. Мах вперед на столько, сколько вам комфортно. Можно на 45 градусов, можно 90. Махи вперед. Готовы? И раз, два, три. Молодцы. Еще 4. Поменяли ножку. У всех получилось? Молодцы. Еще раз. И раз, два, три и 4. Молодцы. Теперь руки в сторону. Приготовились. Махи в сторону. И раз, два, три, 4. Есть. Поменяли ножку. И раз, два, три, 4. Есть. Руки на пояс. Махи назад. И раз, два, три, 4. Поменяли ножку. Спины вытянули. И раз, два, три, 4. Закончим. Ноги на ширине плеч. Вдох. Выдох. И еще раз. Вдох. Выдох. Мы завершили нашу зарядку. Желаю вам хорошего дня и прекрасного настроения. Тем временем у нас в студии человек, который не просто пишет книги, а помогает другим авторам становиться бестселлерами. Он главный редактор и продюсер таких проектов, как «Просто делай», «Делай просто» и «Религия чистоты», а сам он говорит на 15 языках и разработал собственную методику их изучения. В 2023 году вышла его первая книга «На одной волне», которую называют карманным психотерапевтом. Он частый гость Якутска, и мы рады видеть его в нашей студии. Встречаем писатель, полиглот, книжный продюсер Евгений Ковешников. Доброе утро, Евгений. Доброе утро. Ну, давайте сразу расскажем о том, что все-таки мы вас увидели не случайно. Собственно, социальные сети дали такую очень огласку огромную вашему появлению на национальном празднике ЭСЭХ. Да? Да. Ну, собственно, с этого и начнем. Какова основная цель вашего визита в Якутск? Основная цель моего визита в Якутск как раз это посещение ИСыХа, ну и рабочие вопросы. Хорошо, давайте поговорим все-таки про ваши работы. Да? Автор книги вы «На одной волне». О чем она и почему выбрали именно такую тему? Ну, это книга о счастье. Действительно, она такая, называется «Карманный психотерапевт». И я позиционирую себя как человек, который изучает вопросы счастья и который старается дать какие-то практические инструменты для людей, чтобы им жилось легче, веселее, можно так сказать. То есть добиться того самого счастья, если вдруг его нет, да? Да. Хорошо. А с 1 сентября в России официально появляется профессия писатель, да, с четкими требованиями. То есть теперь к писателям есть определенные требования, да? Как вы относитесь к этому нововведению? Ну, в целом я хорошо отношусь к этому нововведению. Теперь я смогу с полной уверенностью сказать, что вот я работающий человек, да, потому что писатель, ну, это достаточно такое, может быть, эфемерное, да, что-то такое из таких сфер. А тут, поэтому хорошая инициатива, мне нравится. То есть сегодня можно сказать, что я официально работаю писателем. Официально работаю писателем, да, это неплохо. Но по новому стандарту писатель должен знать не только литературу, но и историю и культуру России, да? А это такое обязательное требование. На ваш взгляд, это действительно важно? Ну, мне кажется, не только писатели, но все должны углубляться в историю родной страны, но и писатели прежде всего, потому что они являются такими рупорами, можно сказать, и взаимодействуют с людьми. Поэтому, да, чем больше знаешь, тем лучше. Тем лучше, да? Ну, вы приезжаете в Якутск уже не первый раз, как уже было сказано, да? Вот что вас привлекает в нашей республике и чем занимаетесь в свободное время здесь? Ну, я очень люблю Якутию. Меня привлекает Якутия, в
прежде всего своими людьми, своими традициями, своей красотой. И мне кажется, Якутия — это вот своеобразный такой портал для творческих людей. И в Якутии очень здорово творить. И если человек занимается какой-то креативной какой-то темой, то, мне кажется, да, Якутия, она ближе к космосу, поэтому здесь вдохновение лучше приходит. Да, так, хорошо. Но вот если мы сравним литературную среду, да, допустим, в каких-то крупных городах, да, в той же столице, либо все-таки в регионах, ну, на примере нашей республики, да, наверное, вы уже имели опыт сравнить, да? В чем, возможно, разница, может быть, возможно, в чем плюсы? Ну, мне кажется, что литературная среда Якутии очень живая, самобытная. И вот, наверное, действительно такая близость к природе и к таким экстремальным условиям существования, она, конечно, накладывает свой отпечаток на творчество в том числе. И в таких суровых условиях и творить, наверное, веселее, лучше. Да. Казалось бы, да, в другом случае. Да. А многие здесь, наоборот, думают, что, коли уж у нас так все холодно, мы все немножечко заморожены, куда там до творчества, как бы, особенно в зимний период, спать-то постоянно, в темноте находишься, да, 24/7, где здесь полет? Ну, может быть, наоборот, это способствует усидчивости лучше, и есть больше времени на сосредоточение, без отвлечения на всякие Ну вот отсюда вещи. тогда вопрос к вам, как к автору книг, да? Вдохновение, оно приходит или все-таки к нему надо самостоятельно как-то подойти? Ну, наверное, это сила малых шагов. Надо много работать и быть дисциплинированным, действительно, изо дня в день работать. Тогда в какой-то из дней, возможно, вдохновение придет. И можно даже посмотреть под новым взглядом на то, что уже сделал. Поэтому ждать специального вдохновения не стоит. Не стоит. Да, не стоит. Но если оно придет, то здорово. Угу. А как вы, вот если вспомнить свою первую работу, да, с чего вдруг начался вот этот такой писательский талант, я бы сказала? Да. Первая работа, это как раз, как ни странно, это была книга «Просто делай, делай просто», где я выступил главным редактором книги. И на самом деле у меня был сложный этап жизни, и я наблюдал за Оскаром Хартманом, за его видео. И вот мне пришла мысль, а что бы, если вот это сделать эту книгу? Я пришел с этим предложением, и вот как раз началась работа. Так что иногда вот сложные периоды в жизни, они как раз являются очень хорошим трамплином для того, чтобы что-то сделать. Угу. Переходим к следующей теме. Да. Вы владеете 15 языками, да? Ну да. Ну, Разные это плюс-минус, наверное, да? Как да. бы, да? Расскажите, как именно вам удалось выучить столько языков, да? И какой из них самый сложный? Хороший вопрос. Ну, на самом деле, изучать языки я начал в раннем детстве, и таким стимулом для меня был именно внутренний интерес. Вот дети там боятся темноты, еще чего-то, а я боялся, что я не научусь читать, например. Вот у меня был такой страх, поэтому я очень много читал, и для меня вот всегда была магия, когда незнакомые вот эти вот крючки там потом обретают смысл через какое-то время. И изучение, всю мою жизнь идет изучение языков, и я сейчас учу язык. Ну, наверное, одним из самых сложных, как ни странно, ну, китайский язык, действительно много лет его изучаю. Ну, и потом любой язык можно учить вообще всю жизнь, да? И нельзя остановиться, да. Ну, вот, кстати, вот когда с якутским я познакомился, нельзя сказать, что я там его как-то освоил, но для меня он был новым, но очень сложным. Вот все древние языки, они очень сложные. Да. И да, я там могу читать, что-то могу сказать, но вот так вот, чтобы освоить там на уровне носителя, ну или на уровне там профи, надо очень-очень много времени посвятить. Ну тогда, может быть, поделитесь этой методикой такого быстрого, легкого усвоения иностранных языков, потому что, ну, многие задаются этим вопросом всегда, да. как это сделать? Ну, быстрое и легкое, это, конечно, миф, но в целом язык, он сравним, ну, с занятием спорта, да, например. Поэтому здесь нужен, прежде всего, хороший тренер или хороший педагог. Да, нужна практика, да, то есть регулярные занятия. Да, нужно участие в соревнованиях, это какие-то вот беседы, да, или какие-то экзамены. Ну и прежде всего, наверное, не надо слишком быть перфекционистом, потому что мы учимся от ошибок.
и от обратной связи. Поэтому чем больше люди делают ошибок, когда говорят, тем лучше. Поэтому надо как можно больше выходить в какие-то диалоги. Ошибаться. И ошибаться, да. И вот только через вот эту вот обратную связь и начинается прогресс. Нельзя взять, подготовиться и выйти и уже начать хорошо говорить. Можно через, вот как дети, да, там, через сложности, через ошибки, но потом выходишь на какой-то уровень. А вот на ваш личный взгляд, все-таки сегодня очень много программ появились, да, в гаджетах, где можно изучать вот иностранный язык? Или все-таки изучать так, как вы изучали мы его, с книгой, с бумагой, с ручкой, это намного эффективнее, нежели с гаджетами? Ну, гаджеты могут помогать, на самом деле, но они все равно не заменяют. Потому что нужно задействовать разные типы памяти, там, моторную, двигательную, зрительную, аудио. И самое главное, вот опять же, надо научиться поддерживать диалог, а, как правило, это только живой человек, потому что вот язык в целом это достаточно сложный процесс. Это и психика, и физиология, и психология. Поэтому нельзя сказать, вот есть какой-то один инструмент, и он все заменяет. Да, вот на самом деле, конечно, гаджеты, какие-то программы, они в чем-то хороши, но все равно вот, человека пока не заменили. Конечно, есть профессиональные устройства, которые хорошо переводят, и это классно, это будет работать. Но это то же самое, что есть музыка искусственного интеллекта, да? А есть люди играют, и все равно к ним приходят на концерты, и все равно они учатся играть и так далее. Поэтому также и с языками. Отлично. Давайте поговорим про вот ваш такой необычный образ, да, потому что действительно, ну, у многих я в социальной сети видела фотографии с вами, потому что на эсэхе вы явно выделялись. Это ваша повседневная одежда или некий такой образ? Да, я как раз этот образ был специально к эсэху подготовлен. И да, я обратился к своему другу-дизайнеру, и мы с ним разработали концепцию такого техношаманизма, может быть. Ну, потому что мне интересно, это уже 4-й эсэх, на котором я побывал, и мне хочется экспериментировать, и я просто вижу, как многие люди также экспериментируют в рамках традиционных нарядов, но мне здесь проще, я могу значительно сильнее отходить, и иногда получается. Отлично. Ну, мне кажется, очень получилось здорово, классно, необычно. Ну и ваши пожелания нашим телезрителям, коль уж все-таки мы сегодня говорим про тему, да, изучения иностранных языков, но на ваше усмотрение, на любом языке. Да, ну, я бы хотел на якутском, я бы хотел прочитать «Күндү доготурум кинеге агын, элбех кинеге агын, бахарабын эге чугас джоннотугар, Камено джилу өрүнү эре агалар кинегелер тубестинер». Вот так вот. А кто понял, тот понял. Ну, собственно, посыл ясен для многих из нас. Спасибо большое, что посетили наш эфир. Мы желаем вам, Евгений, творческого вдохновения, обязательно того самого. Да? Возвращайтесь к нам в Якутию, творите, созидайте. Ну и, конечно, увидимся в следующем году на эсэхе. С удовольствием. До новых встреч. Спасибо большое. Спасибо. Ну, а пока мы собираемся на работу, пьем кофе и смотрим в окно, календарь тихо напоминает. 3 июля – день с очень насыщенным прошлым. Какие знаковые события произошли в этот день, узнаем далее. На календаре 3 июля. Сегодня день ГИБДД МВД России, день образования Республики Алтай и Республики Хакасия. По народному календарю Мефодий Перепелятник. На Руси к этому дню на полях поспевали хлеба, и на них слетались перепела. Поэтому у охотников начинался период легкой охоты. Приметы. Если над озимым хлебом носится паутина и летает мошкара, значит, где-то рядом затаилась птица. А вот там, где перепелиный свист слышнее всего, успеха можно ожидать менее всего. Этот день в истории. 1608. Основан форт Квебек. 1830. Началась оборона Гагры в ходе Кавказской войны. 1885. Карл Бенц провел первые испытания своего автомобиля. 1916. Состоялся суд по делу о катастрофе лайнера «Титаник». 1944. Минск освобожден от немецко-фашистских захватчиков. В этот день родились Митрофан Пятницкий, русский советский музыкант, певец, фольклорист, собиратель русских песен. Франц Кафка, немецкий писатель.
Зинаида Райх, русская советская театральная актриса, заслуженная артистка РСФСР. Анатолий Эфрос, советский режиссер, сценарист, педагог, заслуженный деятель искусств России. И Том Круз, американский актер, режиссер, продюсер и сценарист. Именины сегодня отмечают Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Инна, Наум, Николай и Римма. 3 июля – день отказа от полиэтиленовых пакетов. Контраст поражает. Пакет используют в среднем 12 минут, а его след в природе остается на 400-500 лет. Миллиарды таких пакетов ежегодно попадают в окружающую среду, и часть этого потока можно остановить прямо сегодня. Достаточно не брать лишний пакет на кассе и носить с собой многоразовую альтернативу. Кажется, что взять пакет на кассе – обычная мелочь. Но именно из-за таких мелочей складываются наши привычки. Все больше людей заменяют одноразовые пакеты многоразовыми сумками. Сейчас мы проверим, готовы ли к этому жители Якутска. Обычно вы берете пакет на кассе или приходите со своей сумкой? Обычно с пакетом. Нет, покупаю на кассе здесь. А реально ли отказаться от одноразовых пакетов? Ну, я считаю, что да, реально, если прям искренне захотеть. Обычно вы берете пакет на кассе или приходите со своей сумкой? Ну, обычно со своей. И как вы считаете, реально ли отказаться от таких пакетов? Конечно, реально. Даже нужно отказываться от них. Во-первых, это экономит средства, во-вторых, это бережет природу. Пластиковые пакеты или уже многоразовые сумки используете? Пакет. Многоразовый нет. Привычка уже. Люди могут потом перейти уже на многоразовые без пластикового? Ой, я даже не знаю. Для кого-то шопер уже стал привычной частью повседневной жизни, а кто-то начинает задумываться об этом еще в школе. Финалистка конкурса «Юный инспектор охраны природы» Элина посвятила свое исследование полиэтиленовым пакетам и другим отходам. Выяснила, почему даже небольшие изменения в привычках имеют значение. Собрали всей гимназии 200 килограмм мусора, пластика и полиэтиленовых пакетов, переработали их своими же руками и отправили это в экологическую компанию. Они нам сделали скамейки. У нас теперь таких 2 уже скамейки стоит. Вот эта вот тема — это самая большая проблемная экологическая проблема. И я бы хотела ее поднять, чтобы на Земле стало много неравнодушных людей, и они поняли то, что на природе нельзя мусорить и использовать многоразовые вещи. Меня больше всего удивило, когда я только начала изучать этот вопрос, то, что вот всей этой проблемой является человек, потому что они это все выкидывают на землю. Экологи отмечают, полностью отказаться от пластика сегодня непросто. Отказ от лишнего пакета только из один простых шагов. Но насколько он действительно важен для окружающей среды? Сам пластиковый пакет, на самом деле, он, можно так сказать, экологическое зло, потому что он используется ежедневно в больших количествах и копится годами. Вот если так посмотреть, один пластиковый пакет может разлагаться до 100 лет. Даже получается, человек, который использовал 10-15 минут этот пластиковый пакет, этот пластик даже переживет его. И, возможно, даже его детей в будущем. Да? Сейчас мы расскажем вам пару советов, которые будут вам полезны. Всегда носить с собой компактный шопер. В сложном виде он занимает совсем немного места, зато избавляет от необходимости покупать пакет на кассе. Второй – использовать многоразовые мешочки для фруктов и овощей. Они легкие, удобные и служат не 1 год. И третий – хранить несколько многоразовых сумок там, где они точно не забудутся – в автомобиле, рюкзаке или у входной двери. Забота о природе не требует сложных решений. Иногда достаточно просто сделать осознанный выбор. И, возможно, сегодня хороший день, чтобы начать. Велена Васильева, Джилус Иннокентьев, Якутск. Только что мы узнали, как даже маленькая привычка вроде многоразовой сумки может менять мир к лучшему. Иногда после таких серьезных мыслей хочется просто выдохнуть и дать себе паузу. Забыть про дела, налить чаю и посмотреть хорошее кино. Именно для этого у нас есть киноафиша. Привет! Решил связаться и узнать, когда ты думаешь вернуться. Я просто беспокоюсь, что ты не сможешь устроить жизнь здесь, если все время будешь улетать, Кара. Смотрите в кинотеатре «Центральный» с 4 июля. Нет больше моих людей.
На большие экраны выходит научно-фантастический супергеройский боевик «Супергерл», 4-я часть и 2-й полнометражный фильм обновленной киновселенной DC. У меня хотя бы есть крипто. Я считала, что нам повезло. Новый фильм основан на комиксе «Супергерл. Женщина завтрашнего дня» 2021-2022 года из 8 эпизодов. По сюжету комикса потерянная Кара Зор-Эл чувствует, что в ее жизни нет цели. Она потеряла всех близких, а ее знаменитый кузен Кал-El, Кларк Кент, он же Супермен, не нуждается в ее защите. Вместе со своим псом Крипто Кара отправляется в путешествие на далекую планету, чтобы отметить свой 21-й день рождения. В баре к имениннице подсаживается инопланетная девушка по имени Рути Мэри Нолл. Травмированная незнакомка ищет киллера, который отомстил бы за смерть ее отца. Она просит Супергерл помочь ей выследить виновных в разрушении ее семьи. Рут хочет отомстить, и если Супергерл не поможет ей, она сделает это сама. Теперь Супергерл, собака и сердитый ребенок с разбитым сердцем отправляются в космос, в путешествие, которое потрясет их до глубины души. А мы желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Продолжаем цикл материалов, посвященных столетию автотранспорта Якутии совместно с ретро-музеем в Прометее, где любовно собраны и хранятся почти 100 единиц автотранспорта, так или иначе связанного с Якутией. И сегодня в своем очередном видеосюжете наш коллега Дмитрий Аргунов расскажет о легендарном запорожце – Горбатом, как его любовно называют в народе. В детстве горбатый запорожец был москвичом. Да-да, москвичом 444-м, как альтернатива 402-й модели. Весь проект делали в Москве, и даже стилистически 444-й походил на другие москвичи тех лет и по оформлению передней части, и гребенками выштамповок на боковинах. Первый опытный образец москвича 444 в октябре 1957 года действительно базировался на Fiat 600, но к серии все поменялось. Двигатель тоже планировался московский. Переселение в Запорожье произошло вынужденно, ведь выпускать машину было негде, мощности московского завода были хронически перегружены. Поэтому в ноябре 1958 года было принято решение о передаче компакта на завод «Коммунар» в Запорожье, где прежде делали исключительно сельхозтехнику. На ранних прототипах ЗАЗ-965 обкатывался мотоциклетный мотор МД-65, всего 2 цилиндра и 17,5 лошадиных сил. На 610 килограмм снаряженной массы его вроде бы должно было хватить, но при испытаниях запорожца выяснилось, что заявленную скорость машина не набирает, а ресурс у моторчика мизерный, не более 30 тысяч километров. К тому времени в институте НАМИ как раз подготовили очень необычный мотор В4 воздушного охлаждения из магниевого сплава для вездехода УАЗ-967, так что в серию он пошел с ним. Понятно, что ЗАЗ-965 не создавали для бездорожья, но советская реальность тех лет оказалась сильнее. И оказалось, что микролитражка отличается изрядной проходимостью, не хуже, чем у многих современных кроссоверов. Короткий кузов, мизерные свесы, независимая подвеска на всех колесах и гладкое днище, он отлично ехал по грязи, снегу и ухабам. При массе 610 килограмм в большинстве случаев его можно было вытолкать самому. ЗАЗ-965 горбатый зашит культурный код постсоветского человека благодаря киноклассике. Он блистал в фильме «3+2», светился в «Королеве бензоколонки», лентах «Сыщик», «3 рубля» и «Акселератка». Засветился горбатый также в Голливуде, и не абы где, а в «Бондиане», в фильме «Золотой глаз». Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу.
Глава республики Айсен Николаев встретился с замминистра сельского хозяйства России Романом Некрасовым и ведущими академиками РАН в рамках международного форума, посвященного 75-летию племенной службы на севере. Итоги впечатляют. Якутия вышла на первое место в стране по поголовью лошадей и вернулась на второе по оленеводству. На встрече обсудили, как наука и практика могут вместе развивать табунное коневодство, северное оленеводство как стратегический белковый ресурс и племенное дело в целом, чтобы не просто сохранять традиции, а делать их экономически эффективными. Председатель правительства Якутии Кирилл Бычков провел выездное заседание в Намском Улусе. На совещании обсуждались вопросы по капитальному строительству объектов, достройка школы на 450 мест. Здание на данный момент находится на высокой стадии готовности. Председатель правительства поручил Министерству строительства держать объект на особом контроле. Кроме того, обратили внимание на вопросы, которые волнуют население. Переработка молока, обеспеченность продуктами, топливом. Председатель правительства поручил проработать вопрос Министерству ЖКХ и энергетики. На сегодня остро стоит вопрос по топливу. Потребность дизельного топлива особо волнует работников сельского хозяйства. Как отметил Кирилл Бычков, несмотря на то, что республика находится в остром положении обеспеченности топливом, ритмичность поставки есть. Я думаю, что в ближайшее время ситуация нормализуется. Сейчас новые контракты на поставку топлива заключены, и мы ожидаем в ближайшее время достаточно больших поставок, и, возможно, мы даже получится ограничения снять. Но еще раз прошу, чтобы население все-таки с пониманием относилось к этому и не создавало из этого проблему. На сегодняшний день такой проблемы в стране нет. Принято решение о отпуску тарированного дизельного топлива. Это значит, что емкости 30-40 литров, 100 и 200 до 200 литров норма отпуска, она будет в тарах отпускаться для того, чтобы селяне не сельхозтехнику на автозаправочные станции пригоняли, а могли забрать в таре дизельное топливо. Поэтому обеспеченность и сенокоса, и других сельскохозяйственных работ дизельным топливом будет в полной мере. В Якутии более 16 тысяч работающих родителей уже получили новую семейную выплату. В общей сложности на поддержку 40 тысяч детей направлено свыше 790 миллионов рублей. Чтобы получить такую выплату, достаточно подать заявление. Большинство данных специалисты проверят сами, но важно соответствовать критериям нуждаемости. Доход на члена семьи не должен превышать 1,5 прожиточных минимума, а в собственности быть не более одной квартиры, одного автомобиля и земельного участка в пределах разумного. Выплата приходит раз в год, так что подавать документы повторно не нужно. Следующая возможность появится через 12 месяцев. Свыше 10 тысяч рабочих мест создали резиденты территории опережающих развития в Якутии. На Дальнем Востоке действует 19 ТОР. В настоящее время реализуется 94 проекта, введено 51 предприятие. В экономику республики вложен 281 миллиард рублей. В рамках территории опережающего развития действуют условия, максимально благоприятствующие развитию производственных и промышленных бизнес-проектов. Резидентам предоставляются земельные участки и подключение к инфраструктуре, а также значительные льготы по основным налогам, действуют упрощенные административные процедуры, таможенные послабления и другие привилегии. В Батагайском наследии Устьялданского улуса строят пекарню. Она будет принадлежать зерновому хозяйству БТ Агро. Чтобы предприятие заработало полным циклом, приобрели и мукомольный аппарат. Оборудование за час может молоть 400 килограмм муки, из которой будут выпускать хлебобулочную продукцию. В конечном результате такое зерновое хозяйство будет работать над продовольственным запасом района. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Во Владивостоке завершился Дальневосточный театральный форум, который объединил представителей театров 11 регионов. Он стал частью мероприятия к 150-летию Союза театральных деятелей России. Какие вопросы сегодня обсуждает профессиональное сообщество, какие идеи появились по итогам форума и что это значит для театров Якутии, узнаем сегодня у председателя Союза театральных деятелей Республики Саха-Якутия Аяла Амосова и заместителя директора Государственного академического русского драматического театра имени Александра Сергеевича Пушкина Аллы Бузмаковой. Доброе утро. Доброе утро. Аял Александрович, с какими главными итогами делегация Якутии вернулась с данного форума? Это 10-й форум. Форумы они проводились по всем округам России.
Это завершающий 10-й форум. И по итогам всех этих форумов будет принят основной документ театральный, который называется «Концепция развития театрального искусства до 1935 года». Значит, мы приняли участие в разработке вот этого вот именно документа, который основного театрального документа. И поэтому итоги наши еще впереди. Да, мы примем этот документ. И ну, наконец-то у нас будет такой документ, в котором мы сами приняли участие, в разработке которого. Вот. Предыдущий документ, он принимался там где-то в Министерстве культуры. Мы к этому вообще не имели никакого отношения. А тут несли свою тут несли свою душу. Все регионы участвовали в разработке этого документа. Так что это интересно. Да. Совместная работа, да? Да, совместная работа. Алла Витальевна, а какие темы форума были особенно полезны для руководителей театров? Вы знаете, вообще все, что происходило на форуме, было очень интересно и полезно, потому что ты находишься в рутине, и некогда поднять головы, собственно, чтобы увидеть сверху-то, что происходит. А это такая возможность нам всем объединиться, поговорить друг с другом и увидеть вообще, чем живет Дальний Восток, в принципе, не так где-то через новости, через соцсети, а напрямую, из уст в уста, так сказать. Ну и тогда следующий вопрос будет логичен, да. Ну а какие вопросы сегодня вообще волнуют театральное сообщество всего Дальнего Востока? Дальний Восток называется Дальний Восток, мы очень отдаленный регион, да, поэтому, конечно, это же прежде всего гастрольная деятельность, да. Всем бы хотелось бы показать себя и посмотреть других. Ну, конечно, сейчас благодаря вот этим программам, большие гастроли, есть возможность, да, съездить куда-то, посмотреть, показать себя. Но хотелось бы, конечно, и в этих современных реалиях какие-то гастроли в Китай, например, в Корею, в какие-то вот эти вот, которые ближе к нам находятся, да. И вот такие вот, не только гастрольные, там, конечно, очень много, это, конечно, прежде всего кадры, да, кадры, переподготовка кадров. Ну, очень много. И менеджмент, и все-все-все, и современных, вот, которые вызовы, конкуренция, вот, интернет, например, как бороться с этим, или наоборот не бороться, а превратить в союзников. Очень много вопросов было. Ну да, и как с командой работать, да, чтобы работать, не штормило всех вокруг. Ну а было ли что-то такое действительно, что удивило и восхитило вас вот в моменте среди всего этого интересного? Да вот с первого шага, вы знаете, зашли мы на этот форум и понимаешь, да, вот это масштаб, вот это вот организация. Ну и само то, что с тобой хотят поговорить, и хотят поговорить-то на высоком уровне. Это не просто где-то в кулуарах мы в гримерке или в кабинете что-то друг другу рассказали и поделились своими болями и радостями. А это вот возможность поговорить, посмотреть, кто чем живет, у кого какие боли и радости. Да. И самое главное, все это фиксируется. Да. Все это не в пустоту. Да. Ну вот тогда, коли уж был уже опыт общения с другими регионами, да, может быть, уже какой-то опыт хотели бы перенять, допустим, для театральной сферы в республике? Конечно же, при общении таком, да, такие как... Это прежде всего гранты, да, участие в грантах, чем больше, тем лучше. Какие-то, конечно, нюансы есть очень много, но это прежде всего для руководства театров, да, для руководства театров, где есть возможность финансирования, изыскать финансирование, да, для постановки театра, для спектаклей, для гастрольной деятельности. Это хотелось бы применить у нас в регионе. То есть с кого брать примеры, у кого это лучше получается. И они могут у нас научиться чему-то, потому что там очень тесно была связь, общение очень тесное было. А что, на ваш взгляд, сегодня может привлечь зрителя вообще в театр в целом? Ну, вы знаете, это целая серия, так сказать, мероприятий, чтобы привлечь зрителя. Ну, как мы приходим, не знаю, там, в общепит, да? Почему мы выбираем это место? Это обслуживание, это атмосфера и сами блюда, да? Меню, собственно. Да. Все то же самое применимо и в театре, и в любой концертной деятельности. Да? Как тебя встретили,
внутри понравилась ли тебе сама атмосфера, удобно ли тебе было внутри находиться, ну и, собственно, как говорится, само меню, что мы предлагаем зрителю. И тут важно, конечно, не промахнуться и всегда держать марку и определенный уровень. Мне кажется, вообще Якутия очень театральная, и нам удается довольно высокую планку держать. И это подтвердилось на этом форуме, потому что, ну, на самом форуме стало понятно, что кто-то живет там чуть хуже, чуть лучше, но Якутия достойно себя представила. Хорошо, ну тогда для всех любителей театра, да, что нас ждет в новом сезоне, именно для тех, кто следит за этой жизнью, мне кажется, будет сейчас очень интересно узнать. Это такой год у нас интересный сезон, да? Это юбилейный сезон, понимаете? Это 150 лет Союза театральных деятелей, 135 лет старейшему театру, Русскому академическому театру, 120 лет Саха-театру. Поэтому такие события ждут. И театральных деятелей очень много отмечают юбилей. Андрей Савич Борисов будет юбилей. Так что насыщен, звезды так совпали, все так сошлось, да, что очень насыщен юбилеями, и будет очень таких событий хороших, таких ярких будет очень много. То есть круглые даты все сошлись в один год, да? Но и давайте завершим все-таки нашу беседу, так подытожим, да? Почему все-таки подобные встречи, они важны? А вот казалось бы, как будто бы, ну, театр живет своей жизнью, да? Вот как бы постановки, там туда-сюда, все варятся вот в одном коллективе. И зачем нам выезжать и с кем-то делиться? У нас и так же как будто бы все хорошо. Ну, когда ты варишься в собственном соку, есть вероятность, что ты затухнешь, погибнешь в этом во всем, в этой рутине. А, конечно, нужно смотреть, что там происходит где-то, брать лучшие опыты, какие-то практики, чему-то учиться. Это очень важно. И ну, даже сам вот этот момент выезда, что ты поменял свой ритм жизни, свое какое-то отношение, да, вот выезжаешь, и все становится по-другому, и у тебя в голове как будто все складывается по полочкам. А, точно, я иду правильным путем, наш театр идет правильным путем. Весь мир театр, все в нем актеры, понимаете? И ощущать себя частью вот этого огромного прекрасного мира под названием театр и сделать что-то хорошее, полезное, чтобы помочь каким-то... Ну, возникает такая возможность, и благодаря разговорам вот этим вот. Да и вообще театр — это дело коллективное, мы не можем самостоятельно существовать, только все вместе. Но мы надеемся и верим в то, что все-таки подобные мероприятия, они, конечно же, пойдут во благо развития, да, театральной жизни в республике. Мы уверены в том, что плодотворная работа была сделана, ну а результаты увидим уже в следующем театральном сезоне. Спасибо большое за то, что посетили наш утренний эфир. Хорошего вам рабочего дня и прекрасного настроения. Спасибо. Спасибо. Ну а мы, как всегда, по традиции завершаем наш пятничный эфир музыкальным блоком. Слушаем, наслаждаемся. Всем отличных выходных. Ну а мы уже увидимся в понедельник на телеканале Якутия 24 НВК Саха в 7:00. И мои уже коллеги скажут вам вновь эти золотые слова. Доброе утро, Республика. Ну и вновь напоминаем вам о том, что у нас есть активные социальные сети. Пишите, задавайте вопросы. Также у нас там различно бывают викторины. Участвуйте. И мы всегда рады обратной связи. Ну а на этом мы прощаемся, увидимся, до новых встреч. Всего вам самого наилучшего.